Владимирская. Пожалуй, каждый житель района и города знает, где это находится. Туристы полюбили эти места за то, что тут открываются живописные, красивые пейзажи, безбрежные горизонты, распахнутые настежь поля и холмы, усыпанные земляникой. Но не только этим знаменито село Владимирское. Именно тут находится жемчужина горномарийского православия, чудотворная Владимирская икона. Храм, названный в честь иконы Владимирской Божьей Матери, построен в 1713 году. Именно отсюда каждый год начинается крестный ход, и проходит он по всему Горномарийскому району. Каждый верующий имеет возможность пройти под иконой, поверить в чудо и понять, что по вере вашей дано вам будет. Конечно, прихожане любят этот храм, и не только за то, что он старый, намоленный и красивый, а, конечно, за то, что настоятелем тут является отец Алексей, который служит в этом храме уже почти 10 лет, с 2013 года. И сегодня мне бы очень хотелось познакомить вас поближе с ним и пройтись вместе под иконой Божьей Матери, пройтись крестным ходом, посмотреть наши красивые намоленные места и не забывать о том, что вера творит чудеса. И как важно сохранить эту веру в сердце. Ведь мы, горномарийцы, православные христиане. На следующей неделе начинается у нас традиционный крестный ход 17 июня. Икона будет находиться в Пайгусове, будет миссионерская служба на горномарийском языке. Там Коротмарла службашка. То есть такие есть программы, что же служба ваштек концерт пришел, вечерняя служба потом огласительные беседы с батюшками. Такая программа. Ангелохранители Божьей помощи. С праздником. Спасибо. Пресвятая Богородица, спаси нас, пресна и во веки веков. Аминь. Спаси нас. Отец Алексей, расскажите, пожалуйста, свой путь от мирского человека к священнику. Я родился в православной семье, родился в неполной семье с мамой. Жили, мама ходила в храм. Вот. Случилось в жизни так, что 9 лет я уже стал сиротой. Мама учила, что утром молилась, вечером молилась. Я это все видел. Особенно для меня радовало, когда поминание дни, родительские дни. Вот. Сходит в храм, в этот день я очень жду. Потом приходит, потом готовит стол, молимся вместе. Я читаю уже. Чувствовалось такое, что покойники услышат нашу молитву и покушали. Вот это было для меня шагом к православию. А потом переехал я жить у дяди и тети. И вот тут происходит такой момент. Однажды по деревне собирают иконы, старые иконы. И одна икона, которая вот у меня тут лежит, вот эта икона для меня была, казалась дорогим. И вот почему-то я прямо потом после этого сказал дяде и тете, что эту икону никому никогда не давайте. И я постоянно смотрел на эту икону, смотрел, что за икону, не знал, но просто для меня было ценной. Я хранил эту икону и жил дальше. Школу закончил, в институт поступил, институт закончил, начал работать в родной школе, работал. Закончил учебу преподавателем начальной школы, но работал социальным педагогом и полставки тогда пионер-вожатый. После школы тетя умирает, через какое-то время умирает уже дядя, остаюсь я один. Работаю, вроде и друзья есть, все есть, но что-то не хватает. Но, конечно,
юность, молодость тянет в свою сторону каждого человека. Все хочется испытать и вот попробовать. Тоже было веселье и дискотека, клубы. И вот в этот момент я начал ходить твердо в храм. В Емелевский храм начал ходить. Я вот однажды в субботу вечером прихожу в этот храм, стою и вижу мужика, который поет на клиросе. Я узнал, вместе с ним шли. И он говорит: приходи в следующую службу. И я начал приходить. Стоял внизу, как прихожанин просто. И батюшка идет с кадилом и обращается ко мне: Алексей, встань на клирос, говорит. Но я как-то постеснялся, я ничего не знаю, говорит. И потом все-таки батюшка во время службы вышел, прямо ко мне подошел, за руку взял и поднял на клирос и оставил. Это было первый шаг к храму. И он подарил мне 3 книги: «Закон Божий», по-марийски молитвослов и по-русски церковнославянский молитвослов. Эти были для меня первые книги, и я начал читать все это, изучать, и меня тянуло в храм. Так живу, но что-то все равно не хватает, жизнь не устраивается, но все-таки уже молодой, уже все зрелый, надо семью завести, что-то думаю. В один момент решил уйти в монастырь, и с этим вопросом уехал я в Сумге к старцу, архимандриту Ивану. Отец Иван подошел, сказал: пойду я в монастырь, хочу идти. А батюшка спрашивает: какой монастырь? Ну, говорю, вот отец Лаврентий уехал, Михаил Архангельский монастырь, вот туда хочу, говорю. И вот тут батюшка говорит: там еще не монастырь, там только строится. И он дал мне, рекомендовал изучить великие монастыри. А пока, говорит, дома устрой себе монастырь, так как ты живешь один. И по молитвам твоим, говорит, добрый человек выйдет и поможет тебе выбрать свой жизненный путь. Начал серьезно молиться. И я выбрал Чебоксарское духовное училище. И вот в этот же год решил поступить туда. Отец Александр, Емелевский батюшка, благословил, рекомендации написал, владыка подписал. Я с радостью пошел, потому что у меня знакомые, родные есть в Чебоксарах, помогут, думаю, надеялся. И вот начал учиться. Но я поступил с таким намерением, что буду, как отец Лаврентий, целибатным священником. Дополнительно я начал ходить еще, познакомился с иеромонахом Барсонофием. Он просворник был тогда, в то время. И вот он подтянул монастырскую жизнь. Я с ним просфору пил и на службу ходил, помогал. Приближается конец учебного года, почти учебный период. Все-таки думаю, как мне быть дальше. И вот случается такой момент. Патриарх Алексей II умирает. И становится, выбираем мы патриарха Кирилла. Со временем узнаем первый указ такой: целибатные священники не станут, не будут такие священники, будут только вот белые священники и монашеские. И вот опять для меня, получается, выбирать придется. И я в этот момент снова усиленно молюсь, чтобы Господь управил мою судьбу. В этот момент прошу Матерь Божию, вспоминаю, Смоленскую Одигитрию, потому что она путеводительница, открывает пути жизненные. Почему я поступил в это духовное училище, раз целибатным священником стать не получается для меня? Вот вопрос снова. За что? Господи, Ты же знаешь, потому что по Твоей воле я поступил, надеюсь, сюда. Значит, я кем-то должен все равно стать. Ну, начал молиться, конечно, об устроении семейной жизни, блаженной Матроне, блаженной Ксении, Акафисты читал. И вот в моей судьбе роль играл еще ныне владыка Стефан Канашский. Он тогда был инспектором. И вот однажды он спрашивает: ну, Алексей, говорит, давай думай, жениться будешь или в монастырь пойдешь? Я говорю: пока не знаю. Ну, ты, говорит, давай 40 дней Господу помолись. Я начал читать Акафист Иисусу Христу. И вот 2 мая, память блаженной Матроны, в этот день я
познакомился как раз нынешней матушкой Екатериной. По окончании учебы я поехал к владыке, владыка говорю, закончил учебу, теперь что мне делать? Владыка благословил меня к отцу Иоанну, архимандриту Иоанну, в Сумге помогать. Молились, батюшка спрашивает, когда будешь жениться, как, чего. Было время подумать матушке, стать действительно, она из мирской семьи, стать матушкой или нет. Об этом она молилась. С 10 года по 12 год, можно сказать, был я в Сумгах. И в конце 12 года, в августе, женился, а потом сразу владыка забрал, позвал Йошкар-Олу, чтобы рукоположить меня в диаконы, потом в священники. Вот и так дошел я до священства. В 2013 году назначил меня настоятелем этого святого места Владимирского храма, так как в 2012 году умер здесь протоиерей Михаил, который настоятелем был. Отец Алексей, расскажите, пожалуйста, про свою семью, про матушку, про детей. Ну вот, я уже сказал, что матушкой встретился 2 мая, потом вот поженился. У меня в семье, вот мы своей семьей живем тут, дом купили в селе Владимирском. У меня 4 девочек, вот, растут. Матушка у меня дома, по хозяйству, по дому занимается, пока девочек учу к молитве, читают, заставляю маленько, кто вот в школу ходит, у меня старший ходит, вот ее заставляю читать молитвы, почитает, перед едой молимся, после еды благодарят. Вот. Остальное это уж как обычная семья, стараемся жить. А скажите, вы строгий папа? Ну, я, как сказать, это могут ответить они сами. Я люблю свою семью, а строгость есть у меня, конечно. Я, например, воспитываю такое дело, чтобы они слушались. Я требую, чтобы мамино слово тоже слышали. Иногда бывает, мамино слово не слышат. Все-таки мама мягче, все равно. А я требую, сказал, значит, должны выполнить. И девочки это ощущают. У каждого, у всех в семьях свои чуть-чуть непонятные ситуации, разные такие бывают, и ворчание, и все. Для этого я говорю всегда, для себя уже беру. Один ворчит, другой молчит. Молчащий пусть помолится, чтобы сохранить мир. Вот бывает, уступаю жене, бывает иногда действительно свое твердо держу, бывает, но границу, меру надо знать. Раз сильно уже обижается, я уже уступлю. Отец Алексей, расскажите, пожалуйста, про икону, с которой вы уже нас познакомили. Я когда вот попал в этот храм, начал служить службы и узнаю, празднуется престольный праздник в честь Владимирской иконы Божьей Матери в году 3 раза. Такая милость, такая радость у меня. Вот день служу, праздник такой, празднуется Сретение иконы Владимирской Божьей Матери в городе Москве. И потом я вспомнил эту икону дома, маленькую икону, которую я старался сохранить, и я привез с собой в свой новый дом в село Владимирское, эту маленькую икону. И эта маленькая икона как раз является образом Сретения Владимирской иконы в городе Москве. Вот, святители, юродивы, и в середине как раз Владимирская икона. Оказывается, Матерь Божья с малых лет со мной покрывает, помогает, молится за меня. И вот поэтому, видимо, случается так, я должен постоянно тоже прославлять ее пречистый образ. И вот попадаю в этот храм. Здесь у нас сегодня, значит, 2-я икона, чудотворная Владимирская икона. 1-я икона, которая там впереди висела, находится в крестном ходе сейчас, в городе Козьмодемьянске. Завтра придет. Оказывается, узнаю еще этот. Я сам родился 3 июня 1976 года.
3 июня празднуется память Владимирской иконы Божьей Матери. Поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам телесного здравия и душевного спасения на многое лето. Спасибо, Господи, за поздравление. Приму с радостью. Пусть будет вместе со мной и вам многое благое лето взаимно. Столько совпадений с этой иконой у меня. Вот поэтому, кто искренне, честно, с покаянием обращается к Богу, Господь посылает от себя лично помощников, молитвенников и хранителей нас. У кого-то мой святой, у кого-то ангел-хранитель, у кого-то другие ситуации бывают. Поэтому просто нужно с покаянием просить помощи у Бога. По нашему району ходит крестный ход с Владимирской иконой Божьей Матери. И вот ныне я прославляю Матерь Божью, рад этому, благодарю Бога, что Господь никогда не покинет, не оставит меня. Только мне надо достойно служить Богу, молиться и, так как священником являюсь, должен привести к Богу своих прихожан. Вот поэтому в нашем районе, даже в нашей республике, этот храм, чудесный, красивейший храм, является самым старинным храмом в нашей республике, который освящен в 1713 году. Строился на пожертвование чебоксарского купца Михаила Игумнова. Вот. Эти две иконы чудотворные появились, когда Иван Грозный взял Казань. После взятия Казани они остановились на этом месте, где село Владимирское стоит. Остановились и оставили своих стрельцов, чтобы места эти защищать. И оставили эти две иконы. Мы знаем из истории, что русские войска всегда с собой носили иконы, потому что в своем ходу всегда молились, потому что вера православная распространялась так. И вот после этого случился пожар, деревня сгорела, деревянный храм сгорел. После этого потом снова возобновилась деревня, и вот строили этот замечательный каменный уже храм. Это скоро, в следующем году, будет юбилейный год, 310 лет будет уже. Из этого храма, можно сказать, из этих мест наших горномарийских, произошло много исторических случаев, что православие пришло после этих ситуаций. До этого больше развито было язычество. Вот. А когда вот русские оставляли свои места, сторожевые станы, вот, город Козьмодемьянск обосновался, Троицкий посад, Покровское, Владимирское, вот эти места все уже были чисто православными, русскими людьми заняты. И вот от этих деревень, города пошла вера православная. Мы должны знать, что вера православная только, спасительная, в этой вере только мы можем познать Бога, и после смерти Господь уготовил верующим людям место в Царстве Небесном. Даже в советское время ходили крестным ходом, хотя запрещали ходить крестным ходом, но народ взяли икону, маленький образ размером ладони, и ходили маленькими группами, все равно шли в город Козьмодемьянск, в крайних домах молились, и в храм приходили, молились. Люди не переставали молиться и ходить крестным ходом. В 1999 году по просьбе отца Лаврентия и благочинного протоиерея Василия Лихачева у нашего владыки Иоанна просят благословения, чтобы крестный ход пошел по нашему району и Юринскому. И вот с того года начинается большой крестный ход по нашим приходам.
это уже видно, что мы без Божьей помощи ничего не можем делать. Мы должны исповедовать свою веру, исповедоваться и причащаться. Причастие – это соединение со Христом. Принимая тело и кровь Иисуса Христа, становимся мы православными христианинами, воинами Христа. И Господь будет с нами, во всем нам помогает. Святая Богородице, спаси нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. И святого истину, блажите Тебя, Богородицу, Цария Богослова Твою. Отец Алексей, скажите, пожалуйста, напутственные слова нашему горномарийскому народу. Всем верующим людям нашего Горномарийского района желаю, чтобы почаще быть в храме Божьем. Ведь заповедь говорит, 4: чти День Святой, который 6 дней работаем, один день, воскресный день, мы должны почитать Бога, отдать себя Богу. Это значит, мы должны служить Богу, мы должны ради Бога творить добрые дела в этот день. Если в храм не идем, то мы должны творить добрые дела. Или же дома мы должны молиться. Каждое воскресенье, великий праздник, мы должны ходить в храм Божий. Если это не получается, одно воскресенье, второе воскресенье, третье воскресенье, то уже мы 4-ю заповедь нарушаем. А чтобы не нарушилось, хотя бы 2 воскресных дня пропустили, 3-е воскресенье надо уже бежать в храм Божий, побыть, помолиться или благодарить. У кого грехи есть, исповедоваться, причащаться. Вот это желаю каждому, потому что мы через храм приходим в этот мир, через храм уходим в иной мир, потому что в храме крестимся и в храме отпеваем покойника. Великие праздники и воскресные дни всем желаю собираться в храмах Божьих. С праздником всех вас! Бескрайние наши просторы, правый берег целует река, там, где чайки шумят над волной, правый берег целует река, там, где чайки шумят над волной.